мусульманский топор, многоконечный, копья, и азулат, вот рисунок здесь интересно стоит такой. Небольшие топорики из бронзы приблизительно 5 века – недавнее приобретение коллекционера. Экспонатов у Абубакара Султыгова свыше 10 тысяч. Это и холодное оружие, старинная посуда, элементы женских и мужских украшений кабанской и аланской культур. Серебряные колье, пряжки от ремней, браслеты из сердолика, старинные весы. Особое место занимает семейная реликвия – керамические четки 19 века. Мусульманские четки, привезенные одним из наших предков. Он был наимом имама Шамиля Джохос Султыгов. Переведена в 1847 году. Мне их подарили. Страсть к коллекционированию проснулась Абубакара Султыгова в 1 классе. Своим увлечением он обязан родственнику, который однажды подарил ему значок с изображением города Житомира. Он стал первым предметом в теперь уже богатой его коллекции. О том, что хобби превратится в дело жизни, тогда он даже и не думал. На поиск антиквариатов Абубакар уже потратил больше полувека. Даже если скажешь, вот эта вещь дорогая, перед другой вещью неудобно. Даже все бесценные вещи. История нашего народа, все ценные вещи, бесценные. Вот орел каменный, кто ему даст цену, кто определит его цену? Кто-то трудился в древние времена, вытачивал его из чего-то, из каких-то подручных инструментов делал камень, это огромный труд. Его экспонаты не раз показывали на выставках, а также попадали в коллекции ингушских музеев. Фалеристика, археология, антиквариат и нумизматика. В его коллекции предметы сразу 4 разных направлений. Однако важное место занимает именно первая фалеристика, занимающаяся изучением орденов, медалей, значков и других наград. В коллекции военные ордена за оборону Малгобека, Сталинграда, малахитовые значки и огромное количество значков высших учебных заведений. Есть много знаков, орденов, медалей Китайской Народной Республики, Монгольской Народной Республики. У меня есть все темы. Есть тема Великой Отечественной войны, рамок 10, наверное, метод я собрал отдельно. Ну, я же говорил, тема Черной-Ингушетии у меня вот есть такие рамки, 7-8 рамок, редкие очень. Самая любимая тема в коллекции значков – спортивная, а точнее футбол. Мужчина и сам часто участвует с командой ветеранов в различных футбольных соревнованиях. В коллекции множество значков различных российских команд. Любимые из списка «Спартак» и «Ангушт». Пополнять коллекцию помогали и братья Бакаевы. Братья Бакаевы, их отец Джабраил, мой друг близкий. Залимхан особенно мне часто значки присылает из Москвы. Теперь он перебрался в Питер, «Зенит» играет в питерском. Наверное, будет оттуда мне присылать тоже, да, надеюсь, очки. Чтобы экспонаты не повредились, их нужно держать в холодном месте, поэтому большинство находок коллекционер держит в подвальном помещении. Некоторые старинные вещи он находит в интернете. Их стоимость может доходить до 30 тысяч, а то и больше. Особое место в коллекции занимают и монеты, и различные награды. Отличить фальшивку помогает 30-летний опыт работы ювелиром. Например, царская монета, царский червонец, определить его на первый взгляд сложно, а опытному человеку нет. Его ставят на ребро. Если она оригинальная монета, она будет стоять на ребро. Да и так я это сразу вижу, по весу можно определить. Это же есть вес каждой награды, если она ценная награда. Немало интересных вещей приносят друзья и родственники. К примеру, эти старинные кувшины 8-10 веков случайно в лесу при Яндре обнаружил троюродный брат. С тростью шел по лесу, трость провалилась, хлеб в эту дыру. Думаю, что-то дыра посреди леса. Откопал там кувшин. Хум мяхаш, кувшин, примерно 10 век. Хум also, Узбек, здесь вечером руководство, Узбек, здесь. Ашка сайра, интернет, одноклассники, сайтич. Узбек, хум мяхаш, в нем хранили ее зерно раньше. В будущем Абубакар хочет открыть свой собственный музей во дворе. Он периодически будет пополняться новыми экспонатами. Оценить коллекцию смогут как жители республики, так и туристы. Дана Плиева, Хамзат Халухаев. Новости 24.